Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте всем, приветствую всех, кто присоединился в это время к радио Крым Реалии. Слушайте нас на 105,9 FM, читайте наш сайт в интернете Крым Реалии на 3 языках, на русском, украинском и крымско-татарском. Ну и смотрите прямые трансляции наших программ, делайте это прямо сейчас на YouTube, на нашем канале в YouTube Крым Реалии, либо в Фейсбуке. И там рады видеть вас и ждем ваших вопросов, а также, ждем ваших комментариев, пожеланий. Ну, может быть, вы захотите к нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, либо, если вы находитесь не в Крыму, а в других регионах Украины, то звоните нам по телефону 044 490 31 18. Я надеюсь, вам есть что сказать. Итак, о чем же мы будем говорить в ближайшие 25 минут? Тема дня. 28 июня в Украине отмечается День Конституции. В 1996 году, то есть уже 22 года назад, в этот день было принято, точнее, в день, да, в 24 часа этих была принята Конституция Украины. Мы сегодня не будем делать историческую ретроспективу о том, как принималась Конституция, почему она такая была принята. И мы будем говорить о будущем. Мы будем говорить о том, какие изменения ждут Конституцию с учетом того, что у Украины есть временно оккупированные территории, с учетом того, что есть Крым, автономная республика Крым, отдельно Севастополь. Есть ли перспективы и какие эти перспективы появления в Конституции о крымско-татарской национальной автономии? И вообще, насколько Конституция Украины, она на сегодняшний день соответствует тем реалиям, украинским реалиям, которые есть сейчас, в 2018 году. Вот обо всем этом мы будем говорить в течение ближайших 25 минут. Крым в центре внимания. Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и первый наш спикер – это Сергей Высоцкий, народный депутат Украины от партии «Народный фронт». Сергей, приветствую вас. Доброе утро, Александр. Рад слышать вас. Скажите, пожалуйста, если мы говорим все-таки о будущем, да, о Конституции Украины, как вы считаете, будет ли произведены изменения в Конституции Украины в том, что касается Крыма? Если будут, то когда? Да, во-первых, я бы хотел сказать, что, знаете, конституционные эксперты по Конституции, конституционалисты, юристы, которые занимаются Конституцией, очень глубокие люди, знаете, такие великие умы, они любят повторять одну фразу, что Конституция – это не документ, а Конституция – это процесс. То есть изменение Конституции, ее переформатирование к реалиям каким-то, к сегодняшнему дню, оно должно происходить постоянно. В принципе, конституционный процесс и усовершенствование основного документа, исходя из каких-то потребностей времени, это какая-то вещь, которая должна постоянно нарабатываться, голосоваться. И для этого должен быть постоянно действующий механизм в государстве. Например, во Франции это так. У нас с этим немного все сложнее. У нас Конституция – это часто вопрос какой-то там политический, я не знаю, или вопрос каких-то таких рассуждений, знаете, жизнь на Марсе и Конституция. Примерно так. Поэтому, конечно, изменение нашей Конституции, ее модификация под текущие условия, понимая, что у нас есть постоянно действующий кризис власти, его нужно решать каким-то образом. То есть я сторонник парламентской республики, можно это обсуждать все. И необходимо изменить основной документ, учитывая просто наши реальности современные. Да. И то, что у нас есть оккупированные территории, то, что у нас есть права крымских татар и международно-правовая позиция с этим связана, это отрицать нельзя.
в какой форме должна быть изменена Конституция. Если мы говорим о госуправлении, о каких-то реформах, допустим, децентрализация. Да. Необходимо ее внести в Конституцию окончательно? Конечно, необходимо. Есть там новый ряд органов правоохранительных. Нужно их внести в Конституцию. Очевидно, потому что, как я люблю объяснять нашим замечательным, любимым антикоррупционерам, которые не замечают вообще никаких других проблем в стране, кроме коррупции. То есть там войны нету, ничего нету, только вот коррупция. И когда я с ними говорю Конституция, они начинают мне рассказывать, что все это какая-то академическая тема, не имеющая отношения к реальности. Говорят, дорогие мои, вот у вас замечательная ваша НАБУ есть, да, за которую вы там и боролись все эти годы. А НАБУ — это орган неконституционный. Вот нет его в Конституции. Его можно отменить 2 голосованиями в парламенте, простым большинством. И следующий парламент, если он будет таким вот замечательным, веселым, как нам показывает текущая социология, мы должны прекрасно понимать, что он очень многие реформы ключевые просто отменит за 2 голосования. В том числе, может быть, и это. Сергей, но все-таки я бы, если возможно, я бы хотел бы вернуться непосредственно к теме Крыма. Как вы считаете, вообще, вот что-то будет изменяться Конституция, и будут ли внесены изменения в Конституцию в том, что касается Крыма, непосредственно еще при этой каденции вот этого парламента, или нет? Я считаю, что это необходимо. Настроение в зале пока, честно говоря, оно такое 50-50. То есть нету понимания до конца, что это нужно делать. Плюс есть разные аргументы от разных юристов, в том числе международников, по процессу, и по степени изменений в Конституцию, связанных с аннексированным Крымом. Есть разные проекты. Есть проект Ассамблеи, который нарабатывается, есть там разные у разных крымско-татарских групп разного уровня глубины, я бы так сказал, и степени глубины проекты. Есть оппоненты этой идеи, которые говорят, понятное дело, там всякие расхожие предубеждения мы тиражировать не будем, но, допустим, один из основных аргументов против, который я слышал, который, в общем-то, вполне здрав, это то, что в международных судах вся наша международно-правовая позиция, она привязана к текущей терминологии, к автономной республике Крым, к аннексии этой территории, к ответственности Российской Федерации, в том числе материальной, по этой территории. И, условно говоря, есть риск, что изменение терминологии, изменение юридических подходов к аннексированному Крыму, формально юридически, в том числе в терминологии, в том числе в вертикали, скажем так, принятия государственных решений, которая сложилась, То есть понятно, то есть это может каким-то образом повлиять на международные суды. Есть такая точка. Сергей, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть телефонный звонок от нашего радиослушателя. Я хотел бы тоже его подключить к разговору. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Господин Янковский, вот ваши гости, в том числе вы, нередко грешите тем, что делаете прогнозы. У меня к вам просьба. Если у вас в эфире кто-то делает прогноз, пусть твой прогноз заканчивается тем, что он, как и чем он будет платить, если его прогноз не сбудется. До свидания. Спасибо. Хорошо, это был не вопрос, это скорее просто такое мнение. Я напоминаю, что мы дальше говорим с Сергеем Высоцким, народным депутатом Украины, фракция «Народный фронт». Сергей, я понимаю, что, с другой стороны, получается так, что если, например, переименовали какой-то город, в Украине, то что, получается, Украина как бы и уже не имеет прав на него, например? Или там, который на оккупированной территории находится. Нет, Александр, я просто вам описал логику. Приблизительно, логику, в том числе противников, но здравых противников, а не, знаете, каких-то странных людей, которые вылезают и рассказывают, что там, не пяди земли нашей родной украинской, никому, в том числе крымским татарам, и все эти расхожие пугалочки. Я как раз являюсь сторонником внесения изменений в Конституцию в связи с Крымом и предоставления крымским татарам своей автономии.
Ну, определенном, там есть споры, кто-то хочет весь Крым, я считаю, что это подход чрезмерный, да, что нужно определять места компактного проживания, там давать крымским татарам юридические права коренного народа и права электоральные и так далее. И мне в том проекте изменений в Конституцию, который я читал, которое наработала ассамблея, ну, я знаком немного с проектами, мне очень импонирует то, что в этом проекте есть, допустим, фиксированная квота в местной власти, в том числе и в крымском парламенте у крымских татар. Это фиксированная квота, которая, я считаю, что, учитывая демографию Крыма и учитывая, что после возвращения... Ой, как-то мы стали вас плохо слышать, Сергей. Ну, телефон, наверное. Да. Ага. Что после возвращения Крыма, скажем так, вряд ли население острова будет очень проукраинским, учитывая, сколько туда завезено людей. И это тоже большой вопрос, и это тема для дискуссии, а что делать потом, после деоккупации Крыма, с теми людьми, которые были Россией завезены туда после 2014 года. Ну, какие права им предоставлять? Ну, я, допустим, считаю, что нельзя им никаких прав предоставлять. Я не могу себя назвать там сторонником депортации всех этих людей принудительной, да? Но при этом я считаю, что те, кто туда был завезен России после 2014 года, они должны получать ни украинского гражданства, ни прав никаких, ну и так далее. Спасибо. Сергей, вот огромное... крымских татар политическая, она позволит иметь, или, по крайней мере, рассчитывать на стабильное проукраинское политическое большинство в местных органах власти, если они объединятся с украинскими партиями, проукраинскими. И это даст нам шанс отодвинуть на второй план какие-то потом партии пророссийские, которые там могут быть. А Россия, даже если она вернет Крым, ее заставят международное сообщество, турбуленция внутри, все-таки Крым Украине вернуть когда-то, все равно будет с этой темой заигрывать, на это давить, но мы прекрасно это понимаем. Нам нужен предохранитель. И мне кажется, что права коренного крымско-татарского народа, в том числе политические права предоставлением автономии, это может быть одним из рецептов политического решения этих дальнейших проблем. Спасибо огромное. Сергей Высоцкий, народный депутат Украины, Народный фронт, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. Мы говорим сегодня о возможных изменениях Конституции Украины в День Конституции Украины. Говорим об этом с Богданом Бондаренко, экспертом Центра политико-правовых реформ по конституционному праву. Богдан, приветствую вас. Добрый день. Богдан, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд вообще, вот эти изменения в то, что касается Крыма, в том, что касается крымско-татарской автономии, их на самом же деле несколько. Насколько они реалистичны, что все эти изменения будут приняты, на ваш взгляд, вот уже этим составом парламента? По-перше, я хочу привітати всіх зі святом, з Конституції, так. А щодо відповіді на ваше запитання, дійсно, власне, перша проблема полягає в тому, що навіть зміни, які напрацьовані Конституційною комісією, вони ще офіційно не були оприлюднені. При тому, що цей текст, який саме на комісію був напрацьований і про який висловився президент, що ось він вже готовий, мені особисто не вдалося побачити. Я прослухав тільки що частину того, що обговорювалося вами з народним депутатом, і там дійсно основне питання, яке виносилося на, власне, засідання Конституційної комісії, це було, по суті, висловився депутат представлення кримсько-татарського народу по суті, в парламенті Автономної Республіки Крим, або як вона буде називатися, там далі невідомо, так? Ну і, власне, квотування кількості депутатів, які мають представляти, наприклад, кримсько-татарський народ, і говорили, наскільки я пам'ятаю, їх представники, що має бути там 50%, що є, таким питанням. З приводу можливості проголосувати, власне, якраз перше діючого парламенту за таку редакцію, і, в принципі, стосовно можливості діючого парламенту внести зміни до Конституції, я їх дуже низько оцінюю. Причина в тому, що, власне, обговорення внесення змін до Конституції відбувається не тільки на фоні 10-го розділу, і воно відбувається також на фоні, власне, врегулювання
дихотомії влади, врегулювання відносин між президентом, парламентом і урядом, такого так званого владного трикутника, і це обговорення ведеться з 2014 року. І от ми так займаємося цим питанням так більше, і ми не бачимо насправді перспектив того, що цей парламент може внести ці зміни. Понятно, да, то есть как бы, ну, есть такая информация. С другой стороны, постоянно обсуждаются эти изменения, да, ну, то есть вот... Знаете, многие на самом деле изменения это обсуждаются, если мы посмотрим. Если мы вспомним работу Конституционной комиссии, которая была проведена, она же была проведена по 3 разделам. Административно-территориальный, который связан с децентрализацией, правосудие и права человека. Фактически парламент проголосовал за конституционные изменения в части правосудия, которое было проведено в 2016 году, конституционная реформа. Остальные области, которые там все равно есть наработки у Конституционной комиссии, проголосованы не были. После этого они начали работать с Автономной Республикой Крым. То есть, да, то есть с делом, ну, то есть как бы там тоже вроде были проведены у них какие-то консультации, на что-то вышли. Хотя, насколько мне известно, там было всего несколько заседаний, и я, например, ну вот мне лично не повезло видеть конечный текст. Вот передо мной говорил народный депутат, которому повезло, но до меня доходили только определенные слухи, доходили только определенные вариации некоторых положений. То есть пока приходится говорить, то есть достаточно в темную, потому что, ну, полный текст, как он будет сформулирован, не видно. Понимаете? Потому что мы говорим, вот о Крыме говорим, что нужно дать больше автономии. Либо там есть несколько моделей, которые говорят, что оставить все так, как есть, либо вообще убрать автономию. Есть такие тоже предположения. Так вот, это все на самом деле очень зависит от того, что на самом деле выписано. Потому что, да, с одной стороны, мы принимаем какую-то парадигму, говорим, что вот мы идем путем предоставления Крыму, например, большей автономии. Но, тем не менее, все это очень много зависит от того, что мы на самом деле пропишем в тексте Конституции. Потому что Украина все-таки по 1 разделу, который, извините, невероятно сложно, это унитарная страна, которая должна, то есть это предполагает определенные признаки. То, что, да, у нас, например, нету определенных там субъектов федерации, то есть, да, даже если мы их не называем, то есть невероятно там очень сильных регионов с очень сильной автономией. Хотя, с другой стороны, есть и примеры, например, той же самой Испании, которая есть унитарная страна, у которой несколько регионов имеют невероятную автономию. Да, но и тем не менее даже эти регионы хотели еще больше автономии, да, вот, да, вот видите, как показало. Вот тут специфика вот этих вот моментов, то, что на самом деле, ну, к изменениям Конституции в этом плане нужно относиться очень осторожно. Вот, опять-таки, мне проще, да, апеллировать к предыдущему выступлению, потому что вот депутат, да, у нас как бы исхода из политической, на самом деле, где-то необходимости, то есть, ну, все-таки взгляд был основан под этим углом. Я все равно смотрю на это с точки зрения больше конституционного права, и то есть, изменяя Конституцию, да, очень тяжело мне, например, основным фактором предоставления, например, квот в парламенте, ну, в местном органе самоуправления, который будет в Крыму, то есть я даже не знаю, что это будет, да, в итоге. Ну, то есть то, что сейчас называется Верховная Рада Автономной Республики Крым. Вот, предоставление квот, то есть нельзя смотреть на то, исключительно на фоне того, что это будет, то есть если после возвращения Крыма люди политические, то есть этот момент на самом деле надо рассматривать немного шире, потому что, например, предоставление предоставление квот крымско-татарскому народу железных, да, в парламенте, это можно урегулировать, например, на уровне закона. Но это хочется сделать на уровне Конституции, да, потому что это представление было, все-таки, предложение по 50% звучало все-таки от татар. А это же вопрос достаточно серьезный, потому что изменение в Конституции предполагает, как вы понимаете, определенную процедуру, и она достаточно сложная, и поэтому, то есть эти гарантии намного важнее, чем, например, закрепленные в законе, да, например. Глобально, да, то есть глобально, что в процессе изменения в Конституции и также по процессу изменения Конституции по РК, мне не нравится, да, это то, что все равно процесс идет недостаточно открыто, потому что вот Конституционная комиссия наработала, как сказал президент, в мае месяце, по-моему, да, если не ошибаюсь, 16 мая, говорил о том, что вот уже наработаны изменения, но как бы этих изменений не видно, их отложили. Но мы сейчас их обсуждаем в преддверии Дня Конституции, потому что как бы, праздник, да, обязует.
Да, но глобально, то мы есть говорим если о уже будущем, да, мы говорим не про историю все-таки и не про какие-то общие вещи, мы говорим про конкретные вещи, про Крым. Богдан, огромное спасибо, что нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. Напомню, что вы сейчас слышали Богдана Бондаренко, не только слушали, но и слышали, я надеюсь, эксперта Центра политико-правовых реформ по конституционному праву. Далее мы продолжаем нашу программу «Радио Крым Реалии». Будем говорить с Арсеном Жумадиловым, советником главы Меджлиса крымско-татарского народа. Арсен, приветствую. Доброе утро. Арсен, такой вопрос, да, вот на какой стадии, потому что вот Богдан Бондаренко, он говорит, что он не знает, на какой сейчас стадии находится вообще изменения в Конституцию, есть ли уже утвержденный текст или обсужденный этот текст, конечный текст изменений в том, что касается Крыма, изменения, которые предлагаются Конституционной комиссией, есть он или нет? На данном этапе ситуация не изменилась с того состояния, в котором она была на момент 18 мая, когда в своем выступлении президент Украины сказал о том, что рабочая группа наработала текст, и он ожидает, что в ближайшее время Конституционная комиссия соберется для того, чтобы его рассмотреть и утвердить. Соответственно, по состоянию на сегодня Конституционная комиссия еще не собралась. А нам на данный момент неизвестна дата, когда она соберется для того, чтобы утвердить текст. Я услышал последние реплики вашего предыдущего гостя, где он говорил о том, что, на его взгляд, работа над текстом проводилась недостаточно открыто. Не совсем соглашусь, или совсем не соглашусь с этим тезисом, потому что на самом деле все те, кто интересовался с тем, чтобы принять участие в деятельности рабочей группы, они могли связаться с секретариатом Конституционной комиссии и принять участие в такой работе. И все желающие на самом деле это сделали. А поскольку рабочая группа создается Конституционной комиссией как внутренний рабочий орган для наработки текста, в ее компетенцию не входило публикование и вынесение на широкую общественность для обсуждения данного текста. Но этот текст не является тайной, этот текст сам по себе. Он не является тайной, но при этом он не является публичным. То есть считайте, что это внутренний документ Конституционной комиссии, которая должна все-таки собраться хотя бы один раз, его рассмотреть, утвердить, либо отклонить, либо утвердить с замечаниями. И тогда уже по решению данной Конституционной комиссии они могут его опубликовать, обнародовать для того, чтобы, например, были более широкие обсуждения. Либо же они примут решение, что нет, вполне нормально, текст адекватный, мы его утверждаем, считаем, что президенту можно с ним идти в Верховную Раду Украины. Арсен, такой вопрос. Скажите, на ваш взгляд, почему важно, чтобы изменения в Конституцию, или не важно, вот как вы считаете, были приняты уже сейчас, когда вот Крым де-факто находится под контролем России? На самом деле много аспектов, как можно ответить на этот вопрос. Первое, потому что это правильно. То есть именно от слова «право» в том понимании, в котором мы его понимаем, когда мы говорим о верховенстве права, когда мы говорим о том, что Украина – это правовое государство. Когда мы говорим о том, что крымские татары – это коренной народ, имеющий право на самоопределение, крымские татары свое право на самоопределение хотят реализовать в составе единой, неделимой Украины в форме национальной территориальной автономии. Мы об этом заявили. Мы вошли во взаимоотношения с украинским государством в лице Конституционной комиссии, точнее, в формате Конституционной комиссии, и мы это право реализовываем. Соответственно, это правильно, это раз. Два, это справедливо. Почему справедливо? Потому что если мы признаем, а не признавать это может лишь слепец или глупец, что крымские татары в 20 веке прошли через жернова геноцида, и я говорю не только о депортации крымско-татарского народа, когда погибло до половины из числа крымских татар. Я говорю о красном терроре, я говорю о раскулачивании, я говорю о коллективизации, я говорю затем о спецпоселениях, я говорю о сложном возвращении домой и так далее, и так далее. Так вот, когда мы говорим о том, что все это было преступлением, то когда мы боремся с последствиями преступления, мы должны также включать и компенсаторные механизмы, то есть те механизмы, которые должны привести ситуацию в то состояние, в которое она была до того, как это преступление началось. Так вот, до того, как это преступление началось,
на момент создания Советского Союза, вхождения большевиков в Крым, крымских татар в Крыму было около 35%. Поэтому квота 1/3, она не случайна. То есть это справедливо. А вот теперь мы, да, Арсен, мы немножко дальше уже забегаем. Скажите, да, что предполагается тогда в этой Конституции, какие компенсаторные механизмы, о которых вы говорите? То есть вот это квотирование, например. Ну, потому что надо людям рассказать, что вообще предполагается. Если можно, я закончу ответ на предыдущий вопрос и перейду к этому. Так вот, третий аспект. Изменения в Конституцию просто жизненно необходимы крымским татарам в Крыму. Если вы видели, была живая в Facebook трансляция у первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джиляла, когда он общался с Раиме Примовой, это мать политзаключенного Нури Примова, когда в самом конце он ее спросила, что бы вы пожелали вот нам всем, вот что бы вы хотели. Она сказала, что она бы очень хотела, чтобы в Украине все-таки была принята эта автономия. Вы знаете, как она обосновала данный тезис, почему это важно? Она сказала, что если автономия не примется, нас здесь просто всех вырежут. И я из того, что он сказал, из контекста, я понимаю, что крымские татары в Крыму, они понимают, что если сегодня Украина не даст реализовать нам право на нашу автономию, то, соответственно, Украина от крымских татар отворачивается. Соответственно, крымские татары никому не нужны, и, соответственно, они остаются полностью беззащитны перед оккупантом в Крыму, который питает лютую ненависть на физическом уровне по отношению к крымским татарам. То есть это уже больше, чем просто правовой документ. Это символ того, что крымские татары хоть кому-то нужны в сегодняшней ситуации. Огромное спасибо, Арсен. Уже, извините, нет времени у нас в эфире, вынужден попрощаться. Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня мы говорили про Конституцию Украины, а также про возможные изменения в Конституции Украины в том, что касается Крыма, Крымского полуострова и вообще какой будет автономная республика Крым в будущем. Всего вам доброго.